любимое слово. Очень уникальный человек. Уникальная книга. Жили мы тогда в Покровске, и когда он читал на якутском языке эту книгу, постарался найти и сделать перевод. Он гордился тем, что в его родном краю, в районе, есть очень такой талантливый человек-писатель. И я родом с Колымы, Нижняя Колыма. И все говорит, удивлялся, почему у вас на Колыме нет таких людей. Я говорю, ну они талантливые, но не умеют писать и говорить. Очень беспокоился в последнее время, что не успеет 4-ю книгу прочесть. Торопился, сердился на переводчиков. Он мне говорит, что извините, я говорю, что ты так нервничаешь, все хорошо будет, говорил. И без конца тревожил Афанасия Семеновича. Афанасий, ну давай, приезжай домой, надо поговорить, надо успеть эту книгу выпустить, надо издать. Он торопился. Однажды летом, это было в 21 году, он, конечно, болел, ну ходил уже, ну, после болезни он смог уже ходить все-таки. Позвонила какая-то женщина и говорит, Анатолий Анатольевич, я прочитала книгу у знакомой, Валентины Глены. Хочу найти эту книгу, но нигде в Якутске найти не могу. И мне подсказали, только можно у вас найти. Ну, дали адрес, все, она подъехала, они долго разговаривали. Дал он ей 3 тома, она хотела купить, он говорит, нет, я денег не возьму, я не смогу этих денег взять. И вторая женщина сидит, но не в возрасте, где-то за 60, поджимается потихоньку, ну, как-то скромно себя ведет. Он говорит, ну что, ты тоже хотели? Он говорит, ну, тоже хочу купить книгу, но как-то стыдно, неудобно. И он также расписался, как и от автора, и как от ямщиков, и подарил он этим книги. И, конечно, они удивились, говорят, почему мы в Якутске этих книг найти не можем, чтобы увезти эти книги в Петербург и в Москву. Ну, я вам, конечно, всем благодарна за то, что мы здесь собрались, за то, что издалась эта книга, 4-й том. Конечно, книгу эту читают, дети мои тоже читают, интересуются. Я думала, что действительно молодежь читает, и сын читает, и дочь. И всегда с папой разговаривали на эту тему и задавали вопросы, что и как. Ему это, конечно, нравилось, он всегда отвечал на эти вопросы, на вопросы ямщиков. Ну, всего доброго. Спасибо всем.